Массовые проверки заправочных станций в республике продолжаются. Они проходят по поручению главы региона. Ну а причиной стали недобросовестные предприниматели, которые незаконно воруют энергоресурсы и не оплачивают вовремя налоги. Цель рейдов – вывести всех из теневого бизнеса. Под прицелом проверяющих на этот раз АЗС и АГЗС Малгобекского района. И первое, не только в сегодняшнем списке комиссии, но и частых нарушителей – газозаправочная станция по улице Базуркина в Зязько-Юрте. Однако на месте никого не оказалось. Станция закрыта, а табличкой с надписью «Света нет». Видимо, решили объяснить причину отсутствия. Открыли газозаправку 1,5 года назад. Правда, ее владелец Ибрагим Карданов не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, не имеет никаких документов. Штрафовали, предупреждали неоднократно. Местные власти объясняют, владелец обещал встать на учет. Не меньше вопросов у налоговой службы и к администрации. На кого оформлен земельный участок и кто дал разрешение строить здесь заправочную станцию физлицу, у которого нет на это никаких законных прав. Если выделяла администрация, разрешение давала, соответственно, должно быть у них договор, заключенный с администрацией. Если полномочия перешли только лишь с 2020 года в Министерство имущественных земельных отношений республики, поэтому нам нужен документ, который определяет право пользования, договор и на аренду земельного участка. Компетенции районной администрации. Сюда ижесть территории. Я муниципальную, районную, базу, По выделению этим не занимаешься? Я не занимался, не занимаюсь. Выделять. Ермалуя. Координацию выделять. Ермалуя. Мы ходим сельские поселения, координацию. Хозяин кто? Собственности? Хозяин, Харсиев, Иса, отчество, не помню. В отношении недобросовестного предпринимателя административные материалы составляли и участковые. Проверку проводили еще в прошлом году, после заявления главы администрации Малгобекского района. По данному факту была проведена проверка, и результаты этой проверки в настоящее время находятся в Малгобекской городской прокуратуре. Далее инспекционная группа направилась к заправочной станции по улице Доскиева в Новом Реданте. С отсутствием правоустанавливающих документов проверяющие сталкиваются практически на каждом объекте. Но позже выясняется, что у юридического лица все документы оформлены согласно требованиям законодательства. Только вот уголок потребителя остался без особого внимания. В ходе рейда налоговики также проверяют наличие и применение в работе контрольно-кассовой техники. Только и на этой заправке сегодня также нет света. Следующая газозаправочная станция по трассе Малгобек-Назрань. Еще один объект незаконной предпринимательской деятельности. У арендатора нет ни государственной регистрации, ни контрольно-кассовой техники, но это не мешает им спокойно заправлять автомобили. Тут же фиксируют еще одно из самых распространенных нарушений. Работники не заключили трудовые соглашения с работодателем. Эту проблему поднимал в январе Махмуд Али Калиматов в ходе расширенного совещания, где обсуждалось увеличение налоговой базы республики. Предприниматели не регистрируют реальное число трудоустроенных граждан. Отсюда и поступлений в бюджет меньше, и уровень безработицы по-прежнему высокий. Понимаем, что сегодня легализовать неформальную занятость – это основополагающая работа для как и налоговых органов, так и для Государственной инспекции труда, которая тоже с нами задействована в данных мероприятиях. Поэтому мы выявляем таких лиц. Соответственно, Государственная инспекция труда уже применяет к данным лицам свои меры административного воздействия. Налоговики также отмечают, зачастую местные власти не в курсе правомерности деятельности АЗС и АГЗС на территории их муниципалитета. Кому выделен земельный участок, под что он выделен, на основании какого документа он выделен. Более того, на сам объект мы не получаем документов правоустанавливающих ни у администрации, ни, соответственно, уже непосредственно в ходе рейда у лиц, которые осуществляют эту деятельность, мы не можем получить правоустанавливающие документы. Это тоже надо привести в соответствии с нормами действующего законодательства. По результатам проверки комиссия составляет акты с выявленными нарушениями. Далее протоколы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Нарушителям передают уведомления о необходимости явки в налоговую службу. Ну а рейдовые мероприятия намерены проводить еженедельно. Диана Дударова, Магомед Шаухалов. Новости 24.